В эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Юрий Осипов. В начале о темах этого выпуска. На реках Марха, Вилюй, Оленек и на реках Северо-Востока наблюдается шугоход различной интенсивности и ледостав. В Якутии планируют расширить сеть газовых автозаправочных станций, а тем, кто будет переходить на газомоторное топливо, возмещать часть потраченных средств. Семья Дичковских своими силами отреставрировала старинную мельницу в местности Кытах в Чурапчинском районе республики. Шугоход и ледостав на реках наблюдается в северо-восточной части республики. На реках Марха, Вилюй, Оленек и на реках Северо-Востока наблюдается шугоход различной интенсивности и ледостав. На Индигирке у гидропоста Усть-Мома ледостав образовался на неделю раньше нормы. По данным гидрологов, на основных реках Якутии идет преимущественное понижение уровней воды с интенсивностью от 1 до 35 сантиметров за сутки. Уровни отмечаются ниже проектных отметок на участке реки Вилюй, Крестя-Хатрык-Хомо, на участке реки Яны, Верхоянск-Сайды у гидропоста Юбилейная. На участке реки Индигирки, Индигирский Чокурдах, на участке реки Колымы, Зырянка, Среднеколымск. С сегодняшнего дня закрылась навигация для маломерных судов Якутии. Приказ регионального Минтранса пока касается только судов подконтрольных инспекций по маломерным судам. К ним относятся некоммерческие катера и лодки до 12 человек, владельцами которых, как правило, являются рыбаки, охотники и любители отдыха на лоне природы. Сотрудники инспекции вышли в ежедневные рейсы, цель которых профилактика, а также выявление нарушителей. Для коммерческих перевозчиков, осуществляющих провоз пассажиров с берега на берег, сезон навигации пока не закончен. С катеров на Хивус они перейдут только в начале устойчивого ледообразования на реке. В это же время паромные переправы начнут ходить в сопровождении тяжелых буксиров, а в период интенсивного ледостава их будут сопровождать ледоколы компании «Лорк». С понижением температуры на водоемах территории Республики Саха-Якутия образуется ледообразование. Тем самым опасно движение для маломерных судов. Рейды уже начались, да? Да, рейды производятся. Статья 11.8, часть 1. Это по району условиям плавания. Управление маломерным судном в закрытые сроки навигации. Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Штрафные санкции какие? От 5000 рублей на физлицо. В Якутии почти четверть заразившихся новой коронавирусной инфекцией дети. На сегодняшний день в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Якутии находятся 167 больных новой коронавирусной инфекцией. Из них 33 находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня во время брифинга оперативного штаба республики сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. По словам вице-премьера, наиболее сложная обстановка сохраняется в Мегино-Кангаласском улусе и ряде районов республики, где ежедневно наблюдается прирост заболевших с ковидом, в связи с чем республиканским оперштабом дано поручение районам усилить вакцинацию граждан. Количество детей больных увеличивается уже 23% от общего количества детей. Эти дети. 101 ребенок получают лечение в инфекционных стационарах как города Якутска, так и районах нашей республики. В связи с тем, что по городу Якутску принято решение о очном обучении детей младших классов с 1 по 4 класс, необходимо обратить внимание о тех мерах безопасности, которые должны принимать семьи, в которых мамы, молодые мамы являются беременными. Должны принимать те семьи, в которых пожилые граждане присутствуют и также являются членами семьи. Кроме того, обращаем ваше внимание на четкое соблюдение санитарных правил при посещении детьми школы, как школьных, так и, соответственно, непосредственно при переходе ребенка из школы домой. Благодаря региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями в Якутии» онкодиспансер получил медицинское оборудование на 106 миллионов рублей. Это 8 единиц высокотехнологичной компьютеризированной техники для проведения диагностики и операций больных с онкологией. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной.
Здесь только что завершилась операция у одного из пациентов в области шейных органов. И как раз-таки для этого использовалось новое оборудование – эндовидеоскопическая стойка, с помощью которой теперь операцию делают с минимальными разрезами. Благодаря этой технологии проходит быстрее как сама операция, так и заживление после нее. Новый помощник – мечта каждого онкохирурга. Кстати, одна из первых на Дальнем Востоке, благодаря которому пациентам не придется выезжать за пределы региона. Ранее эти операции у нас в республике мало проводились, и наши пациенты были лишены такой возможности. Они отправлялись в центральные города Российской Федерации. Мы начнем с внедрением этого оборудования уже нашим пациентам помогать уже в условиях нашей республики. С появлением нового магнитно-резонансного томографа новые возможности для себя открыл и рентген-лаборант радиологического корпуса Алексей Попов. Он здесь 3-й год и признается, с появлением этого почти космического оборудования стало намного легче проводить исследования. Ведь теперь в помощниках искусственный интеллект, небо и земля по сравнению со старым аппаратом. Там же рентген лучи, а тут магнитное поле. Вставляем программы, да, и начинаем сканировать пациентов. За счет этого быстро сканируют и качественно там. Один из самых дорогих приобретений – 128 срезов и компьютерный томограф. Тоже новинка в медицинской области. Его стоимость компания Philips оценила в 59 миллионов рублей. Он также напичкан искусственным интеллектом, а благодаря скорости пациентам не придется долго лежать под облучением. Больные будут получать очень четкую картину опухолей, органов, внутренних органов, и также за секунды исследования. Также этот аппарат уникален в том, что здесь есть программа, которая получает низкую дозовую нагрузку для пациента. Новые аппараты доставлены в больницу буквально на днях. Их практически сразу начали применять на практике. Для врачей это не только улучшение качества выявления и диагностики опухолей, но и сокращение времени ожидания у самих пациентов. Высококачественная современная помощь стала еще на шаг ближе и в нашем регионе. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. В Якутии планируют расширить сеть газовых автозаправочных станций, а тем, кто будет переходить на газомоторное топливо, возмещать часть потраченных средств. Эти и другие вопросы развития газовой отрасли обсудили региональные власти на Петербургском международном газовом форуме, который прошел на минувшей неделе в культурной столице России. Так, до 2030 года власти Якутии хотят расширить сеть газозаправочных станций, а уже в следующем году закупить 100 автобусов на газовом топливе. Напомним, сегодня в Якутии действует производство сжиженного природного газа мощностью 12 тысяч тонн. 8 железнодорожных станций и 1 котельная города Алдан переведены на СПГ. Арсений Сергеевич предложил регионам Дальнего Востока, Восточной Сибири объединиться и организовать работу для того, чтобы попасть, наши регионы были включены в программу энергетики, развития энергетики Министерства энергетики Российской Федерации, чтобы получить поддержку, субсидии для развития рынка газомоторного топлива. Мы на 2022 год по линии Министерства промышленности и геологии будет выделены с бюджета республики средства на перевод автомобильной техники. То есть в объеме 24 миллиона рублей. То есть с 2022 года эта программа заработает, и по факту перехода люди будут получать возмещение до 30% рублей, это с бюджета республики, затрат на газобаллонное оборудование. Российские педагоги подписали меморандум о развитии и поддержке классного руководства. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, меморандум ляжет в основу государственной политики. В частности, в нем прописаны важнейшие аспекты образовательной политики, включая воспитание, преемственность отечественных педагогических традиций и партнерское взаимодействие классного руководителя с родителями в воспитательной работе. Кроме того, в документе зафиксировано сотрудничество советников директоров школ с классными руководителями, создание инклюзивного пространства в школах и безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства, а также факт того, что информационные технологии будут только дополнением к традиционной системе обучения школьников. Ученые Северо-Восточного федерального университета разработали прототип искусственной печени для пациентов с необратимой печеночной недостаточностью. Новая технология основана на взаимодействии плазмы крови с культивированным
с культивированными клетками печени в сети полупроницаемых мембран, которая конструктивно повторяет физиологическую схему потоков крови в печени. Образец был представлен на выставке Open Bio. Кроме того, ученые СВФУ рассказали о своих биофармацевтических продуктах: Якель Детокс, матрицах для дермальных эквивалентов и препарате гиалуроновой кислоты для косметологии. Окончены уборочные работы зерновых культур, а также плодово-овощной продукции. В связи с засухой более 100 гектаров зерновых культур переведено в кормовые. Это 22%. Валовый сбор составил 161 тонну зерна, что составляет 51% от плана. Что касается картофеля собрано 11 712 тонн. Выполнение плана 98,5%. Сбор капусты, свеклы, моркови и прочих овощей составил около 5500 тонн. Это 95% от предварительного плана. Заготовка сена также завершена. Заготовлено 10 777 тонн, что составляет более 100% плана. Город Якут занимает первое место по площадям засеянных овощей открытого грунта. Соответственно, ежегодно у нас объемы повышаются, соответственно, необходимы площадя для сохранения урожая. Ведь сохранение урожая зависит в том числе и влияет на ценообразование в зимний и весенний период, когда привозные овощи начинают в цене возрастать. Наличие овощехранилищ способствовало бы удержанию этих цен. Это конечный потребитель и гражданин. Мы на это работаем и до 2024 года планируем ввести 2 овощехранилища. Это на территории села Табага и Тулугина-Кидямского наследия. Семья Дичковских своими силами отреставрировала старинную мельницу в местности Кытах в Чорапчинском районе республики. Мельница была построена в 1940 году для развития огородничества в районе. Члены комиссии по увековечению памятников при администрации района вручили пенсионеру благодарственное письмо и грамоту Всероссийского общества охраны и воссоздания памятников. Дичковский Василий Николаевич, которому скоро исполнится 85 лет, на свои средства вновь воссоздал эту мельницу всего за 4 месяца. Помогали в этом его сын, внуки и односельчане. На этом наш выпуск завершен. До встречи!